Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы на улице Исаева в Грозном, перед зданием Государственной галереи имени Кадырова. И здесь со вчерашнего дня, то есть 6 ноября по 5 декабря, Государственный музей Чеченской Республики проводит специфическую, очень оригинальную выставку, с которой я намерен вас знакомить. Приятного просмотра, приятного времяпрепровождения. Итак, уважаемые зрители, наш экскурсовод Роза подошла, и она любезно даст нам комментарии о предметах культуры, цивилизации, которые представлены здесь, в стенах галереи Кадырова. Это предметы относятся к территории Дивногорья, Воронежская область, и одноименный музей, он приехал в Грозный с этой выставкой. Роза, дайте, пожалуйста, свои комментарии. Что это за экспозиции, к какому периоду они относятся и так далее. Выставка, как мы видим, называется «Когда камень был железом». Значит, речь идет о каменном веке. Каменный век делится на 3 периода: ранний палеолит, средний палеолит и поздний палеолит. В раннем палеолите все предметы быта, все это зависело от природы. Климатические условия, они в основном влияли на факторы выживания человека. В основном это пищевая база. И в более теплых климатических условиях человек питался растительной пищей. И, следовательно, нужна была орудие производства, которое соответствовало бы часто применяемым действиям. Предки людей, скажем, они в раннем палеолите пользовались только самыми простыми, незамысловатыми орудиями производства, сделанные из галики и камушек с помощью нескольких сколов. Позже появился ощерские рубила. Этот предмет напоминал своими функциями и параметрами сегодняшние, то есть современные топоры. Далее идет средний палеолит. Вот в среднем палеолите яркой мечтой стала техника Левалуа. В чем она заключалась? Она заключается в тщательной предварительной обивке нуклеуса. Нуклеус – это типа ядрище, приобретающее благодаря этому форму, схожую с панцирем черепахи. Эта техника давала возможность контролировать размеры и формы конечного продукта. Кроме левоглазской техники, в среднем палеолите появляется пластинчатое расщепление. Что такое пластинчатая индустрия? Пластинчатая индустрия давала возможность получать с одного раза, с одного нуклеуса, получать несколько оживленных заготовок. И в этот момент в среднем палеолите появляется контактная охота с применением копий и дротиков. Вот это, то, что представлено здесь, это относится, да, к орудию охоты? Орудие охоты. Вот таким образом мы видим, как выглядело орудие охоты, копье. И вот эта часть, именно это боевая часть, которая наносила урон животному. Итак, пробуем заколоть, да, животное? Удачно, удачно. Роза, а эти предметы что из себя представляют? Это уже поздний палеолит. Здесь пластинки, микропластинки. Вот из этих микропластинок они делали более сложные составные орудия. Их употребляли там как лезвие. А также здесь есть еще и скребки, резцы, острие, которые они делали с помощью вот этих маленьких пластинок. Вот они, скребки, резцы. Вот это острие, их они применяли как нож или копье. И здесь у нас лук, есть площадка, где можно протестировать, да, как выстреливали вот эти стрелы. Есть трапециевидные, есть острые. А почему была вот такая вариация острых и тупых? Оглушить его? Да, оглушить. Интересно, очень интересно. Это травматическое оружие, а это уже огнестрельное получается.
Все. Мы завалили медведя. В любом случае. Нож, Это копье. копье. Это что? Это рубило. И это тоже подобное, да? Только Размером. поменьше, да. Да, очень интересно. Уважаемые зрители канала, гости нашей республики, а также жители нашего города или нашей республики, мы проводим вот эту выставку «Когда камень был железом» в стенах Государственной галереи имени Ахмата Хаджикадырова. Выставку представляет Музей Чеченской Республики. Выставка будет продолжаться до 5 декабря. Ждем вас по указанному адресу.